Эфир нашего канала продолжает итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях пятницы 26 марта. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В районах Якутии найдены первые фрагменты ракеты-носителя, стартовавшего накануне. Поиски продолжаются. Якутск начал выбирать главу города. На избирательных участках особое внимание отведено безопасности. Необычное занятие прошло в Алданском политехникуме. Лекцию о туберкулезе для первокурсников прочли медицинские работники. Завершаются последние приготовления к масштабному молодежному фестивалю «Мусустар». Приглашенные звезды уже в Якутске и проводят мастер-классы. Свидетельство стойкости и выносливости якутян в суровых погодных условиях сильнейших горнолыжников выявляют в Нерюнгри. В Алданском и Кобяйском районах Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2-1Б», стартовавшего накануне с космодрома «Восточный». В результате облетов найдены бак окислителя, торовый бак и фрагмент створки головного обтекателя, сообщает Минэкология региона. Рабочие группы, состоящие из сотрудников Минэкологии, химлаборатории Хабаровский и спасателей, сегодня продолжили мониторинг. В ходе визуального осмотра с вертолета найдены 3 фрагмента. После пусковой облет районов падения с отбором проб на мониторинговых точках и поиском фрагментов отделяющихся частей продолжится до 5 апреля, говорится в сообщении. Далее к эпидобстановке. 25 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки, из них 15 в Якутске. Об этом сообщила в ходе брифинга по эпидситуации министра здравоохранения региона Елена Борисова. Также заболевшие выявлены еще в 8 районах. За весь период пандемии в Якутии коронавирусом переболели 33 426 человек. Из них 96,7% выздоровели. В республике продолжается вакцинация населения. Борисова отметила, что она проходит в регионе достаточно активно. Мы израсходовали 99% от имеющейся, вот с учетом новой даже вакцины. И записано уже на вакцинацию свыше 60 тысяч человек. На сегодняшний день мы ожидаем поставки еженедельные, как нам обещает Министерство здравоохранения Российской Федерации. Поэтому надеемся, что вакцинация у нас пойдет в плановом режиме. Поэтому еще раз призываем всех граждан обращаться на государственные услуги, записываться в листу ожидания. Их обязательно пригласят на вакцинацию. И также хотим сказать, что сегодня необходимо все-таки, потеплела весна, мы видим большее количество народу на улицах, в различных общественных местах. Все-таки просим соблюдать все меры предосторожности. Относительно благоприятной можно назвать ситуацию с коронавирусом в Ленском районе. На сегодня там 11 заболевших, из них 6 человек находятся на стационарном лечении. Первый этап прививочной кампании завершился. К 1 апреля ждут поступления еще одной партии вакцины. На очереди еще не привитые работники образования, а именно они с нетерпением ожидают прививок. Подробности у Анны Кожевниковой. Воспитанники детских садов, ученики школы, конечно, коллеги с нетерпением ждут возвращения в рабочий строй педагогов, кому за 65 лет. Сегодня они находятся на длительной самоизоляции в связи с пандемией, так как попадают в группу риска. Именно они больше всех подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Сегодня 10% от общего числа работников образования находятся либо на дистанционной работе, либо на больничных листах. Именно эта сфера пострадала больше всех из-за продления пандемии. А, как правило, весомый, высококвалифицированный пласт учителей и воспитателей – люди за 65. Образовательные учреждения были вынуждены модернизировать процесс обучения в реалиях нового времени. Из 1684 человек работников образования 117 в возрасте 65+. Большинство из них работает дистанционно, это 39 человек у нас работают дистанционно, 10 человек вышли очно уже после получения второго компонента вакцины, либо они переболели и вошли в федеральный реестр переболевших ковидом. Естественно, сложности есть, потому что есть среди этих людей, которые сидят на дистанционном формате работы, и учителя, которые ведут основные предметы, математика, русский. Естественно, это очень сложно, тем более, если они работают в выпускных классах,
классах, 9 и 11. Также 61 сотрудник на больничных листах и 6 человек в отпусках. Есть и такой процент людей, кто перенес в легкой форме, не обращаясь в больницу и не числится в федеральном реестре. С 1 апреля должны были внести коррективы для этой категории граждан и отменить оплату больничных листов. Но сегодня на уровне республики рассматривается вариант продления оплачиваемого периода, ведь люди не виноваты в вынужденном простое. Но официальных документов пока не поступало. Тем временем врачи рекомендуют привиться всем, кто не имеет противопоказаний. Одно из них – острые инфекционные заболевания. Противопоказаниями являются это онкология, лечение в данный момент по онкологии, лица, которые применяют препараты иммунопрессивного действия, то есть подавляющий иммунитет, плохая переносимость вакцинации любой в анамнезе. Независимо от сложившейся ситуации по коронавирусу, у нас остается приоритет, конечно, обслуживание лиц старше 65 лет на дому. А также планируется провести диспансеризацию на дому нетрансфортабельных пациентов. В целом ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Ленском районе улучшилась. Всего на стационарном лечении находится 6 человек. Из них 5 с подтвержденным ковидом и 5 человек на амбулаторном лечении, 4 в Ленске и 1 в Пеледуе. Тем не менее, масочный режим и дезинфекцию никто не отменял. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Необычное занятие прошло в Алданском политехникуме. Лекцию о туберкулезе первокурсникам прочли фтизиатры. Активная просветительская работа врачами проводится в рамках месячника по борьбе с туберкулезом. О том, чем опасна бактерия Коха и как минимизировать заражение, узнала Татьяна Вахнина. Что такое туберкулез, для чего нужно проходить флюорографическое обследование и можно ли защититься от инфекции? Об этом студентам Алданского политехникума рассказали специалисты противотуберкулезного диспансера. Лекция прошла в рамках традиционного месячника, стартовавшего в Якутии 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом. Мы 24 марта ежегодно отмечаем Всемирный день борьбы с туберкулезом и проводим месячник, который направлен на информированность, на повышение информированности, осведомленности по профилактике туберкулеза и о необходимости прохождения профосмотров, включая флюорографическое обследование. Туберкулез остается одной из самых опасных и тяжелых инфекций. Источником заражения являются больные с активной формой туберкулеза. Легкой добычей для микобактерии, вызывающей заболевание, становятся в первую очередь люди с ослабленным иммунитетом. Очень интересно, очень хорошо послушать, и нужно всегда обороняться от этого заболевания и беречь себя. Просветительской работе фтизиатры уделяют внимание не только в период месячника. Планомерный охват всех категорий населения ведется в течение года. Благодаря профилактике эпидситуация в Алданском районе характеризуется положительными тенденциями. Тем не менее, инфекция не искоренена, и от нее не застрахован никто. Флюорография нужна для того, чтобы выявить всякие болезни, так же как рак легких, также туберкулез, всякие разные различные заболевания. Главной задачей фтизиатры ставят повышение грамотности населения и формирование ответственного отношения к своему здоровью. С другой стороны, просветительская работа нацелена на укрепление культуры и гуманности по отношению к больным. Мы уже провели, получается, акцию «Белая ромашка» в школе, провели также анкетирование в бассейне с работниками. В числе главных мер профилактики фтизиатры называют здоровый образ жизни и укрепление иммунитета. Врачи подчеркивают необходимость ежегодного флюорографического обследования. На ранних стадиях туберкулез полностью излечим, но его можно выявить только посредством диагностики. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В Якутске завершаются последние приготовления к молодежному фестивалю «Мусустар». Он пройдет уже завтра, 27 марта. Площадки фестиваля соберут свыше 150 тысяч человек. На главной из них побывал наш корреспондент Петр Васильев.
«Триумф» не случайно стал главной площадкой фестиваля «Мусустар». Это первый в мире крытый универсальный спортивно-развлекательный комплекс, построенный на сваях на вечной мерзлоте. Сегодня здесь завершились последние этапы подготовки. Монтаж оставшихся декораций и генеральные прогоны всех творческих номеров. Поскольку фестиваль будет ежегодным, то у нас в том числе к каждому треку и к постановке подключены все ребята из Якутии. Поэтому в следующем году у вас уже будет своя команда, но сейчас у нас более 100 человек трудятся. Помимо главной сцены, на этажах «Триумфа» расположились различные тематические площадки. Организаторы разработали треки, в рамках которых пройдут встречи и мастер-классы от известных российских актеров, спортсменов, телеведущих, музыкантов, танцоров, звезд шоу-бизнеса и диджитал-индустрии. Там же молодые люди смогут презентовать свои проекты и получить оценку от мировых экспертов по каждому из направлений. Не забыты и действующие ограничения. Мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Помимо обязательного масочно-перчаточного режима, впервые используют программное сопровождение на основе искусственного интеллекта, которое будет на входе выявлять больных COVID-19. Мы должны сегодня, и готовность очень высокая сегодня фестиваля, для того, чтобы обеспечить безопасность именно с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм. Безусловно, я приглашаю молодых граждан нашей республики на этот фестиваль. Это будет то место и та точка, с которой мы получим новое направление в молодежной политике Республики Саха-Якутия. 30 тонн звука, света, декораций и техники – все это приготовили организаторы фестиваля «Мусустар», который пройдет уже в эту субботу, 27 марта, в Центре спортивной подготовки «Триумф». Помимо этого, зрителя все еще есть чем удивить. Для него подготовили лазерное шоу, шоу дронов и, конечно же, грандиозный фейерверк. За всем этим можно будет наблюдать с 9:40 до 10 вечера. Организаторы отмечают, что шоу дронов в Якутии пройдет впервые. Удивит зрителей и лазерное мэппинг-шоу. С помощью 3D-технологий ЦСП «Триумф», где будут проходить основные мероприятия, украсят световыми проекциями. На фасаде здания покажут специально подготовленный контент, отображающий дух фестиваля. Подобную иллюминацию ранее включали только в крупных городах страны. В финале всех гостей и участников фестиваля ждет фейерверк. За шоу смогут наблюдать все желающие в радиусе от 1 до 3 километров. Петр Васильев, Григорий Николаев, Якутск. Встреча с приглашенными на фестиваль «Мусустар» звездами кино и телевидения прошла сегодня в коворкинг-центре СВФУ. Мастер-класс для СМИ и студентов провел телерадиоведущий, диджей, актер дубляжа и шоумен Антон Камолов. В синема-центре мастер-класс по актерскому мастерству для начинающих артистов и студентов АГИКИ провел российский актер кино и телевидения Михаил Башкатов. Он известен по комедийным сериалам «Даешь молодежь», «Нереальная история», «Кухня» и многим другим. Михаил поделился с ребятами богатым творческим опытом, ответил на вопросы, рассказал о том, что нужно начинающему актеру, чтобы стать успешным. Также много шутил. Актер отметил, что давно мечтал побывать на якутской земле. Разница во времени дает о себе знать. Пока нет у меня впечатлений. Я очень надеюсь на вот эти 2 дня ближайшие, которые я здесь проведу. Я хочу, конечно, многое увидеть и со многими пообщаться. Это такой универсальный, я бы назвал это, мастер-класс. То есть, в принципе, я не считаю себя большим экспертом, но везде помаленьку я как бы всего попробовал в этой жизни. Я буду говорить и в общем, и конкретно о том, что важно для человека, который собирается, что называется, транслировать какой-то месседж или преподносить себя людям большой аудитории. Я вообще очень люблю путешествовать по России, тем более бывать в местах, в которых я еще не был. Частью фестиваля «Мусустар» стал и чемпионат по киберспорту. Сегодня начались финальные поединки. Как сообщили организаторы, всего в чемпионате приняли участие 55 команд из районов и столицы региона. Из них в финал прошли лишь 2 команды из Якутска. По итогам турнира победителей наградят денежными призами. Ну, вообще, как такового возрастного ценза нету. Есть и школьники среди участников, и вообще участники были вроде бы вообще с республики Саха-Якутия, но в финале ребята с Якутска играют. Ну, довольно-таки хорошо развивается киберспорт, очень много турнирных операторов. Мы тоже со своей стороны поддерживаем турнирных операторов, стараемся каждое воскресенье проводить чемпионаты. Сейчас будем проводить с СВФУшниками, ребята молодые, организаторы очень активные.
Айсен Николаев провел сегодня личный прием граждан. Вопросы, с которыми к главе Якутии обратились граждане, касались ремонта художественных мастерских, учреждения новых профессиональных наград, капитального ремонта жилого дома в поселке Усть-Нера и других тем. Айсен Николаев внимательно выслушал всех обратившихся якутян и поручил соответствующим министерствам и ведомствам держать на контроле решение проблемных вопросов. Сегодня жители Якутска начали выбирать мэра столицы. Досрочные выборы стартовали сегодня и завершатся 28 марта в 20:00. Избирательные участки обеспечены всем необходимым для безопасного голосования. На каждом из них ведут температурный контроль. Выделены места для антисептической обработки рук и нанесены специальные разметки для соблюдения дистанции. Помещения для голосования регулярно дезинфицируют, а избиратели на участках получают вместе с авторучкой и бюллетенем одноразовые перчатки и медицинские маски. Отметим, глава региона Айсен Николаев вместе с супругой проголосовали одними из первых. Исходя из сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, режимом повышенной готовности, вы обратили внимание, что все члены комиссии работают в средствах индивидуальной защиты. Соответственно, все проводится термометрия на началах участка. Безусловно, и растяжка на 3 дня дает нам возможность все-таки снизить возможный риск распространения заболеваний. Мы здесь голосуем уже с самого начала, сколько лет уже. Организация всегда на высоте. Доброжелательно, всегда показывают, указывают, к какому именно подойти адресу. То, что нам выдали ручка, маска, перчатки по кругу. И все разъясняют. Нужно идти голосовать обязательно. Я уже всем своим соседям сказала. Ходите постоянно? Постоянно. А семью как-то? Тоже. Все мои ходят постоянно. И буквально 15 минут назад в Якутске закрылись избирательные участки. Члены избирательных комиссий приступают к подсчету голосов после первого дня выборов. С нами на прямой связи находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дима, приветствую. Сколько человек проголосовало? Есть какие-нибудь данные, кто из кандидатов лидирует к этой минуте? Сергей, добрый вечер. Но прежде чем рассказывать, как же завершается сегодня первый день выборной кампании, хочется отметить, что участковые избирательные комиссии открыли свои двери сегодня в 8 часов утра и закрылись буквально несколько минут тому назад. И сегодня на территории города Якутска открыли свои двери 118 избирательных участков, куда до обеда приходили и отдали свои голоса более 8 тысяч горожан. После обеда эта цифра чуть сократилась и достигла где-то 6 тысяч. Это, скорее всего, было связано с тем, что конец рабочей недели и люди работают. И сейчас день завершается. Завершился первый день голосования. И с какими результатами мы завершаем первый день, нам сейчас более подробно расскажет Алла Самойлова. Это председатель избирательной комиссии городского округа город Якутска. Еще раз добрый вечер. Расскажите, добрый с какими вечер. Цифрами мы завершаем наш день и насколько у нас активно горожане сегодня пришли голосовать? Сегодня пятница, рабочий день, и поэтому такой большой явки ожидать, наверное, не стоит. Сейчас перед нами отчиталось более 30% участковых избирательных комиссий, и на данный момент цифра о числе проголосовавших – это 13 тысяч человек, чуть больше. Сейчас мы будем собирать еще информацию о явке избирателей до 21 часа, и полная информация о том, сколько человек проголосовало и сколько из них проголосовало в помещении участковой избирательной комиссии, сколько вне помещений, то есть на дому, это будет отображено на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Конечно, много у нас заявок поступило от избирателей, которые по состоянию здоровья, в силу инвалидности или по другим уважительным причинам, например, если люди изолировались, болеют, заявки поступили, по возможности мы их сегодня обслужили, на завтра еще где-то порядка 1000 таких заявок есть. Я думаю, что в субботу-воскресенье тоже участковая избирательная комиссия будет выезжать и проголосуют. Итоги выборов главы города Якутска будут подведены 28 числа после 20 часов, потому что некоторые недопонимают, они думают, что каждый день мы будем подводить итоги. Нет, сейчас идет просто голосование, а подведение итогов уже по самой процедуре выборов – это в последний день, после 20 часов. Вскроются ящики, и мы узнаем, кто стал главой нашего города.
по итогам голосования избирателей. Сейчас участковая избирательная комиссия осуществляет процедуру перемещения бюллетеней в сейф-пакеты, которые будут храниться на участке до завтрашнего утра. И завтра опять она повторится. Эта процедура такая же, как была сегодня. Хорошо, спасибо. Ну, а я хочу напомнить, что голосование продолжится и завтра, и послезавтра. Поэтому мы призываем всех горожан активно принять участие на голосование за право выбрать кандидата на пост главы города Якутска. На этом у меня все. Сергей, тебе слово. Дима, спасибо. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров подвел некоторые итоги первого дня голосования за мэра Якутска. Футбол, тяжелая атлетика, спортивные танцы или борьба. В какую спортивную секцию записать ребенка? Как сформировать привычку тренироваться и не отбить желание заниматься спортом? Теперь в этом вопросе родителям помогает федеральный проект «Стань чемпионом», поддержанный алмазной компанией «Алроса», рассказывает Екатерина Винокурова. В этом году Якутия присоединилась к федеральному проекту «Стань чемпионом», в рамках которого проводится тестирование детей на определение их способностей к занятию тем или иным видом спорта. В республике проект реализуется под патронатом первой леди Якутии, президента Федерации художественной гимнастики и Союза танцевального спорта Республики Саха-Якутия Людмилы Николаевой. Мне кажется, что это очень хороший помощник и для родителей, и для тренеров. Подобрать таких детей, которые могут дать максимально возможные результаты в том или ином виде спорта. И поэтому я очень надеюсь, что и с помощью этого комплекса мы еще увидим наших новых чемпионов, чемпионов республики, чемпионов России. И, конечно же, мы мечтаем об олимпийской медали. Сегодня такие центры тестирования функционируют в 12 регионах страны, в том числе и в Якутии. Участники проекта проходят тестирование, результаты которого определяют предрасположенность человека к тем или иным видам спорта, а также дают оценку его физического состояния. Программно-аппаратный комплекс «Стань чемпионом» проводит 4 этапа тестирования. То есть ребенок приходит, индивидуально специалист с ним занимается в течение часа, снимается порядка 150 показателей, проводится антропометрическое измерение, функциональная диагностика, психофизиологическое исследование и спортивное тестирование. На основе этих всех данных автоматически алгоритм выдает заключение с рекомендуемыми видами спорта, а также по всем основным показателям родитель видит тесты ребенка. Для того, чтобы пройти тестирование, необходимо предварительно записаться, заполнив заявку на сайте проекта sportchampions.ru. Там также подробно расписано, как подготовиться к тестированию и что необходимо взять с собой. Тестирование в Якутске будет проводиться по 3 адресам. Спортивный комплекс «Триумф», Республиканское училище Олимпийского резерва и Союз танцевального спорта Республики по адресу Кулаковского, 28. Проверить своих детей может каждый, причем абсолютно бесплатно. Катерина Винокурова, Джулус Иннокентьев, Якутск. В Нерюнгри лучшие спортсмены Якутии начали бороться за победу в горнолыжном спорте и в соревнованиях по сноуборду. Сегодня первый день личного и командного чемпионата региона. Его результаты пойдут в зачет 4-й спартакиады зимних видов спорта. Соревнования пройдут в течение 3 дней. Екатерина Павлова подробнее. 35 горнолыжников и 36 сноубордистов из районов, улусов и столицы республики прибыли в Южную Якутию для покорения вершин и демонстрации оттачиваемой с каждым годом техники. Программа первого дня – слалом-гигант с 2 попытками прохождения трассы. Среди участников спартакиады не только представители спортивных клубов и школ, но и самоучки. Так, одну из самых молодых участниц соревнований, Софью Борисову из Якутска, отец поставил на лыжи несколько месяцев назад. Сегодня, в свой 9-й день рождения, у Софьи дебют. Первые соревнования, где юная лыжница показывает свои умения. Как бы ты летаешь, и я начинаю быстро ездить. Но папа просит меня не ездить быстро. Ездить на лыжах и одновременно у тебя день рождения, и тебя все поздравляют. Это же так приятно. Зимняя спартакиада – свидетельство стойкости и выносливости жителей Якутии к суровым погодным условиям. Впереди 2 дня соревнований – слалом и параллельный слалом, подведение итогов и награждение победителей в личном и командном зачетах. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
Долгожданная якутянами премьера оперы «Кармен» состоится завтра в Международный день театра. А сегодня в Театре оперы и балета прошел генеральный прогон знаменитой оперы. Напомним, руководство творческого коллектива пригласило для постановки ведущих специалистов музыкального театра из Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска. Спектакль задуман как постановка в неклассическом прочтении и обещает быть зрелищным. Директор и художественный руководитель театра Сергей Юнганс на вопрос, почему было принято решение поставить именно это произведение, отвечает так: «Кармен» является одной из самых ярких опер мирового музыкального театра. Такая команда с разных регионов России. Здесь мы живем в Якутии. Якутия сама как целая Европа. И вот так у нас целая огромная страна сегодня, вот в преддверии Дня театра, собралась в Якутске для того, чтобы выпустить этот спектакль. Мы готовились очень давно, мы готовились очень долго. Еще перед пандемией мы начали приготовление. Это очень сложный по декорациям, очень сложный по костюмам спектакль. И я думаю, что зрители, которые придут на этот спектакль в День театра, получат неописуемое впечатление от этой оперы Жоржа Bizet. Такой наши корреспонденты увидели пятницу, 26 марта. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Всего доброго и удачных вам выходных.